Совещание под председательством полпреда президента России в СКФО Олега Белавинцева и статс-секретаря заместителя министра обороны Николая Панкова прошло в Пятигорске. Обсуждался вопрос совершенствования системы военно-патриотического воспитания граждан и развития движения «Юнармия» в СКФО. В совещании принимал участие глава республики Юнусбек Евкуров и руководитель регионального штаба Юнармии в Ингушетии Мадина Богатырева. Этот штаб создан на базе Центра «Молодой патриот» и функционирует в регионе уже около года. На сегодняшний день в отряд юнармейцев входят 319 ребят. Все они имеют необходимую экипировку. Как было отмечено в ходе совещания в нашей республике. Оказывается, всесторонняя поддержка движению, укрепляется его материально-техническая база. С каждым днем Юнармия набирает все большую популярность среди подрастающего поколения. В этой связи Юнусбек Евкуров дал поручение открыть юнармейские комнаты в каждом муниципальном районе Ингушетии. Безусловно, патриотическое воспитание молодежи и детей – это важнейшая задача государства. Этим необходимо заниматься и постоянно совершенствовать методы работы с подрастающим поколением. Детско-юношеское военно-патриотическое движение «Юнармия» – один из основных инструментов, влияющих на формирование у наших юных граждан чувства патриотизма, понимания чести и долга перед Родиной. Благодаря присущей Министерству обороны Российской Федерации оперативности и целеустремленности в решении поставленных задач, в короткий период времени во всех регионах Российской Федерации проведены мероприятия по организации региональных представительств Юнармии, в том числе и на территории нашего федерального округа. По всей стране в его ряды уже вступило более 100 тысяч юношей и девушек. В нашем округе действует 7 региональных штабов, 118 местных отделений, 629 отрядов Юнармии, в которых состоят около 13 тысяч детей, точнее 12 700. Можно уверенно сказать, что зерна упали на благодатную почву и непременно дадут хорошие всходы. Однако сам факт организации региональных представительств – это только начало. Необходимо двигаться дальше, популяризировать это движение, вовлекать в его орбиту все большее количество детей. Нельзя забывать и о том, что для проведения детско-юношеских мероприятий военно-патриотической направленности необходима отвечающая всем нормативным требованиям инфраструктура. В прошлом году был в Питере, там открыли, Николай Александрович, вы знаете, музей Первой мировой войны. И там особое внимание уделяется действиям как раз вот дикой дивизии, потому что исключительно преданные и царю, и отечеству люди были, предки. Конечно, и Юнармия должна воспитывать детей на подвигах, прежде всего, отцов и дедов, которые строили наше государство многонациональное и решали все стоящие перед нами задачи. У нас сложная, но славная история. Региональное отделение Юнармии в Республике Ингушетия создано 11 июня 2016 года. За прошедший год наше движение приняло самое активное участие во всех мероприятиях как на территории республики, так же и за ее пределами. Так, например, 14 февраля мы приняли участие в лыжном переходе «Дорогами предков» в городе Ефремов Тульской области, где наши ребята прошли в тяжелейших условиях 15 километров пути. 18 марта 2017 года состоялось посвящение самых маленьких юноармейцев в рамках празднования 3-й годовщины воссоединения Крыма с Россией. 26 апреля команда юноармейцев представляла республику на военно-спортивной игре «Зорница» в городе Пятигорск, среди команд СКФО. Также 9 мая юноармейцы прошли торжественным маршем в параде Победы. 18 мая мы приняли участие в торжественном открытии Международного молодежного форума «Тергим-2017». 12 июня торжественно открыли исполнением гимнов чемпионат России по вольной борьбе. Также отрадно, что командир юноармейского движения Асканов Мухаммад Али находится в числе
10 юноармейцев, фотография которых размещена на доске почета сайта. Также главой республики на недавней встрече было дано указание об открытии юноармейских комнат в каждом муниципальном образовании. Так что к 1 сентября я надеюсь, что в наших школах эти комнаты появятся.